Здравствуйте, добрый день. Я был советским стажером во Франции, работал экспертом высшей категории сектора образования ЮНЕСКО, являюсь членом Союза писателей Франции, Société des gens de lettres de France. Решил рассказать вам о своих наиболее интересных друзьях и коллегах, о местах Франции, связанных с их жизнью и деятельностью. Не буду описывать подробности своего якутского детства на северо-востоке Сибири. Опишу только зарождение моего интереса к французскому языку и путь, который очень давно привел к тому, что я живу обосновался во Франции. Я родился в декабре в долине реки Вилюй. Бабушка Мария до этого работала в больнице санитаркой и помогала акушерке принимать тяжелые роды. Поэтому решили не везти мою мать на санях в районный центр во время лютых холодов. Когда начались схватки, отец вышел во двор и занес со стога дезинфицированное морозами сено и постелил на пол. По якутскому обычаю мать рожала стоя на коленях, и я упал на сено, то есть родился, как это делали степные дальние предки во времена Чингис-хана и Аттилы. Вскоре отца избрали секретарем сельсовета, что ему не понравилось, ибо председатель сельсовета на него возложил почти всю работу. Зарплата была мизерной. Поэтому вскоре он сел на коня и ускакал в Якутск. Поступил в Жатайский речной техникум в пригороде Якутска, чтобы выучиться на рулевого моториста. После окончания учебы в 1949 году отец был направлен по распределению на 3 года на Быковский рыбзавод в дельте Лены. Для моих родителей начиналась новая жизнь на крайнем севере Якутии, значительно отличающимся по природе, климату и населению от их родных мест в бассейне Вилюя. Отец летом работал в экипаже морского катера, а зимой мотористом электростанций в отдаленных деревнях, а также участвовал в подледной рыбалке большими неводами. Все было непривычно для родителей: многодневные снежные бураны, яркое северное сияние, необходимость поиска принесенных течением Лены стволов деревьев для своего дома с печным отоплением в условиях полного отсутствия деревьев в тундре. Осенью 1952 года с последним речным караваном, караван-пароход, тянущий несколько барж, семья возвращалась с непривычной для них Арктики в центральную Якутию. Через пару дней пути на берегах Лены я впервые в жизни увидел настоящие деревья и спросил: почему эти цветы такие большие? Таким образом, мы покинули Арктику с его тундрой и оказались в зоне тайги. Однако доехать до центральной Якутии с ее пастбищами и лесостепными участками не удалось. Под селом Жиганск, примерно 750 километрах от Якутска и на 80 километров севернее полярного круга, караван застрял во льдах. Отец поступил на работу в торгово-заготовительную организацию РайПа, районное потребительское общество. Во всем Жиганском районе в те времена было не более 2000 жителей при территории, составляющей 22% территории Франции. Местные жители говорили по-якутски, но половина из них были эвенками, многие из которых занимались несвойственным якутам оленеводством. Для якутского скотоводства не было условий. Имелось только несколько ферм для снабжения детей молоком, но некоторые якутские семьи содержали коров. Надо сказать, что я не говорил по-русски до поступления в школу и начал уверенно говорить и читать по-русски примерно в 9 лет. Этому способствовала не только школа, но то, что примерно половина жителей Жиганска были русскими, работавшими в техническом участке, геологической экспедиции и аэропорту. Большую роль играли радио и кино. Родители были активными читателями библиотеки, выписывали «Огонек» и некоторые другие иллюстрированные журналы, технику молодежи, советскую фотографию, женские журналы и газеты, включая якутские и детские. Они активно обсуждали прочитанное. Мать собирала из цветных журнальных репродукций самодельные альбомы картин великих художников. В 1958 году РайПа предоставила нам просторный по тем временам дом с 2 комнатами и 3-й комнатой-столовой. Мать повесила на стену понравившуюся ей крупноформатную репродукцию картины Делакруа «Свобода на баррикадах». Зародившийся таким необычным образом спонтанный интерес к Франции усилился после чтения французских приключенческих романов, а также произведений Толстого и других русских классиков с большим количеством диалогов на французском языке, на котором говорили все образованные люди Российской империи. Хотелось понимать эти диалоги, вместо того, чтобы читать набранные мелким шрифтом подстраничные переводы. То есть французский язык воспринимался тогда как элитный язык, в то время как английский и немецкий языки не вызывали подобного чувства.
Одна из моих учительниц русского языка оказалась любительницей творчества Мольера. Мне тогда не могло прийти на ум, что когда-то стану гражданином Франции и членом Союза писателей этой страны. В якутских классах в те времена изучение иностранного языка начиналось с 9 класса, ибо большинство детей до поступления в школу не говорило по-русски. В это время я учился в Дюбсинской школе в Центральной Якутии, где иностранным был французский, который я стал изучать с удовольствием. Преподаватели французского языка чувствовали мой интерес к их предмету и хорошо относились. Например, в Якутске я был диктором школьного радио на французском языке. Поэтому я не воспринимаю разговоры о плохом качестве преподавания иностранных языков в советских школах. Конечно, в те времена было мало технических средств обучения, не было доступа к радиоканалам на иностранных языках. Но степень освоения любого предмета зависит прежде всего от интереса к этому предмету. Наиболее интересными для меня предметами были математика, физика и история. Высокий уровень советского математического и физического образования можно объяснить хорошими учебниками и высоким престижем этих наук в то время, что стимулировало способных учащихся к дополнительному самообразованию. Я доволен, что рос во времена, когда не было много отвлекающих от вдумчивого чтения художественной и познавательной литературы факторов. После школы в 1966 году я поступил в Якутский университет и получил специальность математика-исследователя, потом год стажировался в Ленинградском университете по математической кибернетике, затем поступил в аспирантуру этого университета и защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по теории дифференциальных игр. В начале 1978 года Якутский университет впервые получил предложение представить кандидатуры для участия во всесоюзном конкурсе молодых ученых для отбора стажеров, направляемых в зарубежные страны по перспективным направлениям науки. Вопрос о месте стажировки определился тем, что моим основным иностранным языком был французский. Декан факультета резонно заметил: «Вы не являетесь членом партии и не имеете никаких шансов быть отобранным для поездку в капиталистическую страну. К тому же, многие яркие молодые ученые будут представлены ведущими вузами страны, которые будут лоббировать их перед жюри. Зачем рисковать? Я вам советую поехать в Варшаву. Там есть сильный математический научный центр имени Банаха». Я ответил без секунды колебания. После аспирантуры в Ленинграде, крупнейшем научном и культурном центре, стажировка в Варшаве меня не интересует. Я предпочитаю рискнуть. Или Париж, или ничего. Конкурс зоны Сибири и Средней Азии состоялся в Екатеринбурге, Свердловске. Этот зональный конкурс состоял из собеседования на иностранном языке и обоснования проекта стажировки перед внушительной отборочной комиссией. Все шло очень хорошо до опасного этапа утверждения личности. «Григорий Васильевич, почему вы не в рядах партии? Я только недавно окончил аспирантуру и еще не проявил себя в общественной работе. Но я в списке кандидатов для вступления в партию». Это соответствовало истине, все способные ученые состояли в такой номенклатуре, но вступали в партию только самые активные. Желающих было много, ибо в общественных науках в те времена беспартийным не было места. Я предпочитаю всегда избегать прямой лжи в своих высказываниях. В крайнем случае могу что-нибудь не договорить, как в данном случае, когда я не стал уточнять, что у меня не было горячего желания стать коммунистом. Впрочем, книжное и школьное коммунистическое воспитание без знания секретов бюрократической системы порождало сильное уважение к творческому труду, приобщало к гуманистическим и моральным ценностям. Я не хотел стать коммунистом по той простой причине, что коммунист не мог отказаться от общественной работы, какой бы скучной она ни была. Раньше, в основном по этой же причине, я не вступил в комсомол, что было тогда большой редкостью. Пройдя другие этапы отбора, летом 1978 года, я был направлен на месячную стажировку в Зеленоград под Москвой с примерно 40 финалистами, отобранными для поездки во Францию. Время до обеда было посвящено языковой подготовке. Мы должны были разговаривать только по-французски, пели французские песни, разыгрывали всевозможные сцены. После обеда ответственные чиновники Министерства высшего образования и Центрального комитета партии, бывшие стажеры, представители КГБ, каждый на свой манер, нам объясняли, как вести себя за железным занавесом. С осени начался сезон обмена стажерами между Францией и СССР, в тот год приехало 20 французских стажеров и только 20 ученых из 40 финалистов, бывших в Зеленограде, поехали во Францию. Моя очередь наступила в ноябре 1978 года. Я рискнул и выиграл большой конкурс. Эти 20 стажеров были специалистами по самым различным областям, даже музыканты и кинематографисты, люди очень интересные.
Заметим, что я изучал французский язык в течение 3 лет в школе, пару лет в университете, в течение года в аспирантуре, потом во время интенсивных подготовительных курсов перед стажировкой во Франции. Таким образом, к приезду во Францию я был достаточно подготовлен в языковом плане, например, мог читать без словаря романы и любую другую литературу и вести научную и обычную неторопливую беседу. Через месяц было достигнуто спонтанное понимание устной речи, произносимой характерной французской скороговоркой с частым слиянием слов. Я стажировался в Парижском университете Дофин, в одном из ведущих европейских центров по подготовке менеджеров. Ученый-математик может быть в фазе чистого творчества только 3 или 4 часа в день. В остальное время он оформляет свои публикации, беседует с коллегами и читает научную литературу. В Париже я творил, много беседовал, но читал не так много. Исходил пешком весь Париж, изучил все основные музеи, посетил более 30 городов Франции. Я был молод и любознателен. Эта стажировка была непрерывным праздником. Таким образом, я получил больше от этой стажировки не в научном, а в общеобразовательном и культурном плане. В течение 12 лет после стажировки во Франции я постепенно защитил докторскую диссертацию, стал профессором, организовал кафедру математической кибернетики в Якутском университете, одновременно заведовал отделом прикладной математики и информатики в Академии наук, стал организатором и директором Якутского математического научно-учебного центра. Летом 1991 года по предложению был объявлен конкурс на должность эксперта ЮНЕСКО от Якутии, и я победил в этом конкурсе. 19 июля 1992 года я прилетел в Париж и быстро получил статус международного чиновника высшей категории, эксперта сектора образования ЮНЕСКО. В 2004 году получил гражданство Франции. В предлагаемых рассказах о французах и Франции попутно затрагиваются многие подробности совместных проектов и дел с основными героями этих очерков.